Единственный и неповторимый обладатель хриплого баритона, легенда фестиваля в Вудстоке, британский блюз-рокмен Джо Кокер покинул свое последнее место жительства в американском Колорадо и, по словам самого певца, спустился с гор, чтобы отправиться в мировой тур. Сегодня Джо Кокер уже в Варшаве, а накануне знаковый гость взорвал казанскую Татнефть-арену, исполнив как новые песни, так и нетленные хиты, разбередившие душу лет 30 назад. Самобытный талант Кокера в очередной раз доказал, что возраст настоящему творчеству не помеха. Полуторачасовой концерт прошел без сучка и задоринки. Дмитрий Пивоваров подробнее. Это то самое настоящее, о котором говорят, что возраст в данном случае не имеет значения. Настоящие никогда не переплюнут многочисленные поп-рок-звезды наших дней, кочующие из корпоративов и дружеских тусовок и вдруг объединившиеся в самообразованные фестивали. «Жив курилка». Последний и правда только для музыкантов, как и хорошее вино. Вообще для меня это уже целое приключение оказаться в Казани. Несколько лет назад мы выступали в Самаре и думали, что дальше уж быть не может. И вот теперь мы здесь. Отцы и дети, матери и дочери и племя молодой незнакомой потянулось к видавшему виды монстру с удивительной лирикой и ассоциациями своими, уже родными. Джо Кокер готов признаться в любви к России, упоминая не только Льва Толстого. Я всего лишь простой парень из Йоркшира, но для меня очень многое значит произведение «Доктор Живаго», и книга, и фильм. Сам-то я живу в Колорадо, привык к тому, что там есть много снега и есть дикие степи. Что-то напоминает о России. На единственный казанский концерт Джо Кокера тянулись горожане и гости из ближайших волжских городов – Самары, Саратова, Нижнего Новгорода. Как и предыдущий концерт Стинга в Казани, выступление Джо Кокера сделало эксклюзивную остановку за пределами Москвы и Петербурга только у нас. Кстати, птицы высокого полета над Казанью будут кружиться с завидной регулярностью. Это и группа Scorpions вместе с Софийским симфоническим оркестром, хулиган 90-х «Скутер» и те, с кем сейчас ведутся особые переговоры, группа Depeche Mode. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Ермаков, телеканал «Эфир».